Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Сегодня кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжаня был экстренно госпитализирован. Лидеру оппозиции стало плохо в Сочи, где он находился после возвращения из Москвы. В связи с этим исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провел заседание Совета Безопасности. В работе совещания приняли участие спикер Народного собрания, председатель службы государственной безопасности, генеральный прокурор, министр внутренних дел, министр здравоохранения и соцобеспечения, министр иностранных дел, исполняющий обязанности руководителя администрации президента, заместитель секретаря Совета Безопасности. Мы постоянно держим связь. Там находится исполняющий обязанности секретаря Совета Безопасности. Он госпитализирован на Красной Поляне. Готовится вертолет для того, чтобы повезти его в Краснодар. Я с утра уже практически с 12 часов Тамаз Мурманович занимается вопросами связи с медиками сочинскими, краснодарскими. В курсе краевая больница. В принципе, они готовы к приему. Было подозрение на инсульт. Давление было 50/20, когда привезли на Красную Поляну. Далеко в Москву везти не могут. Ко мне вышел на связь наш представитель в Турецкой Республике. Там собралась диаспора, выразили готовность прислать самолет при необходимости, чтобы повезти в Турцию на лечение. Но я сейчас связывался с его близкими, связывался с Бесланом Константиновичем, исполняющим обязанности секретаря Совета Безопасности. Но ответ такой, что на дальние расстояния очень практически невозможно везти, поэтому везут сейчас вертолетом санитарным Краснодар. Постоянно будут с нами на связи. Тамаз Мурманович, пожалуйста, там и главврач первый краевой в курсе, все в курсе, но надо будет постоянно с ними быть на связи. Я думал как-то по Генеральной прокуратуре, чтобы выехали, потому что у нас в обществе опять начались разговоры об отравлении и так далее. Но при разговоре с исполняющим обязанности секретаря Совета Безопасности он выразил свое мнение, что этого делать не надо. Давайте будем связываться, при необходимости в Краснодар выехать можно срочно. Сегодня же состоялся телефонный разговор Валерия Бганба с заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Валерий Бганба попросил Рашида Нургалиева оказать содействие российской стороной по линии Министерства здравоохранения, а также по линии правоохранительных органов Российской Федерации для осуществления доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Бжаня. В связи с госпитализацией Аслана Бжаня у Центрального избирательного штаба кандидатов в президенты в Сухуме собрались его сторонники. К собравшимся обратился руководитель предвыборного штаба Александр Ангваб. Он сообщил, что состояние здоровья Аслана Бжаня стабильное. Инсульт не подтвердился. Ближе к вечеру руководитель избирательного штаба Леонид Лакирбая сообщил сторонникам информацию пресс-службы Минздрава Абхазии о том, что кандидат в президенты по решению российских врачей направлен на вертолете из сочинской клиники в Краснодар для продолжения оказания специализированной помощи. Кроме того, обращаясь к сторонникам, Леонид Лагербай отметил, что есть общее мнение республиканского штаба: выборы в республике без оппозиции не состоятся. Леонид Лагербай также сообщил, что до прояснения ситуации с состоянием здоровья Аслана Бжаня агитационная работа Центрального и региональных штабов приостановлена. В связи с госпитализацией кандидата в президенты Аслана Бжаня предвыборные штабы других кандидатов Адгура Ардзенба и Леонида Адзяпшипа также временно приостановили участие в предвыборной гонке. Сегодня вечером экстренное совещание состоялось и в парламенте Абхазии. Депутаты выразили обеспокоенность в связи с ухудшением здоровья кандидата в президенты Аслана Бжаня. Некоторые парламентарии высказались за создание комиссии по изучению обстоятельств госпитализации Бжаня. Однако большинство депутатов были против. В итоге совещания было принято решение обсудить этот вопрос в рамках ближайшего заседания сессии парламента.
Как нам сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, оперативно-следственная группа по выяснению обстоятельств госпитализации Бжания направила в Генпрокуратуру России международное правовое поручение об оказании содействия предоставлении абхазской стороне всей необходимой медицинской документации. И, как стало известно, российская сторона представила такое право. И уже завтра следственная группа Генеральной прокуратуры Абхазии выйдет в Краснодар. 2 марта трое активистов инициативной группы по продвижению 20-й статьи Конвенции ООН объявили о том, что начинают бессрочную голодовку. Иван Ачба, Асида Кортуа и Джансух Адлиба будут продолжать мирную акцию до тех пор, пока парламент страны не примет 20-ю статью в оригинальной редакции. И главное, закон должен вступить в силу до выборов президента Абхазии. Сегодняшняя акция, я очень надеюсь, и люди это поймут, и кто может поддержать, поддержит. Нашей целью является наша гражданская позиция, видение нашей проблемы. Именно по 20-й статье было очень много попыток встретиться и с кандидатами в президенты. Было очень много попыток повоздействовать на наши законодательные органы, на парламент наш. Но каждый раз мы только слышим одни отводы, и каждый раз появляются очень много неотложных причин, по каким мы не можем никак решить эту проблему. Мы очень надеемся вот этой акции мирной, никого не призывая ни к каким смутам, ни к каким беспорядкам, чтобы наши кандидаты, все кандидаты наши, обратили внимание и отнеслись с пониманием, с уважением к своему народу. Не к нам троим, ко всему своему народу. Честно говоря, мы пытались отговорить наших товарищей. Мы очень беспокоимся за них, за их здоровье. По сути, их можно понять, если, сами знаете, даже прямой эфир с кандидатами по этой теме, предметное обсуждение этой темы, оно не состоялось. То есть, если до выборов кандидаты в президенты не готовы предметно обсудить эту тему и переводят эту тему на какую-то другую тему, то после выборов, естественно, мало шансов будет вообще о том, что они не то что примут, заговорят на эту тему. В связи с угрозой проникновения и распространения коронавирусной пневмонии с 1 марта на государственных границах Абхазии введен карантин. А именно, ограничен въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми установлен безвизовый режим. Кроме того, приостановлена выдача виз и пропусков на пересечение абхазо-грузинской границы. Наша съемочная группа побывала на КПП «Ингур». Репортаж Сарии Кварцхеля. В республике временно приостановлена выдача пропусков на пересечение абхазо-грузинской границы. Для всех въезжающих и выезжающих из страны граждан введен карантин. Границу по реке Ингур можно пересечь только при наличии спецпропуска службы госбезопасности и Минздрава. Такие правила введены с целью предотвращения появления и распространения на территории Абхазии коронавируса, случаи заражения которым зафиксированы в Грузии. В целом обстановка стабильная. Народ информируем, что введены ограничения, связанные с карантином. Если до этого местные жители могли пересекать границу в обе стороны, то есть выходить за пределы Республики Абхазия, возвращаться, сейчас введены ограничения. Перед тем, как они убывают с нашей территории, мы их информируем, что обратно вернуться они не смогут, пока не будет снят карантин. Если граждане остальной территории Абхазии, они убывают по пропускам, как и было ранее. Единственное, что сейчас дополнительно необходимо иметь еще справку с Министерства здравоохранения. Без данной справки мы их не выпускаем. Нужно отметить, что бригада галских врачей дежурит на границе с 27 января. Все граждане, пересекающие Ингур, проходят осмотр в передвижном флюорографическом комплексе. Медики проводят бесконтактное измерение температуры тела и при первом подозрении на наличие вирусных инфекций отправляют граждан в районную больницу. До введения карантина ежедневно
ежедневное обследование проходили около 800 человек, но на данный момент количество значительно уменьшилось – от 100 до 150 человек в день. В первую очередь мы обращаем внимание на температуру. То есть человек сначала подходит к нам, мы измеряем температуру, ведем запись, записываем данные их, температуру и подпись врача. И с этой справкой они в дальнейшем идут через контроль. При случае, когда, допустим, высокая температура или есть подозрение на что-то, у нас есть возможность сделать рентгенографию легких на месте. Как отмечают врачи, за период карантина серьезных заболеваний выявлено не было. В основном у людей был обнаружен ОРЗ и бронхит. Сами жители района признают, что не против такой процедуры прохождения осмотра. В то же время многие граждане, особенно те, кто въезжают в страну, не зная, что введен карантин и не обладая необходимым разрешением, безуспешно простаивают на границе часами и сутками. Я сама живу в Галле, в городе. Часто переезжаю сюда, что за покупками. Я сегодня приезжаю сюда и не знала, что сегодня будет карантин. Я часа уже 3 жду здесь и надеюсь, что в конце концов пропустят. Пока подожду еще часа и потом вернусь обратно. Мне операцию сделали там в Тбилиси. Вчера 3 месяца я прохожу тут. Сейчас прохожу, я домой хочу, чтобы мне полежать, отдыхать. А не встаю. Сколько вы уже стоите тут? Не знаю. Выдачу пропусков на пересечение абхазо-грузинской границы приостановили до 7 апреля. Контроль за соблюдением правил карантина на государственных границах Абхазии осуществляют сотрудники Государственной миграционной службы, пограничного управления СГБ и Государственной службы охраны. Сария Гварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. О мерах по защите населения республики о коронавирусной инфекции говорили сегодня и в прокуратуре города Сухум. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамас Цахнакия, главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева, представители военной прокуратуры, миграционной службы и службы государственной безопасности обсудили ситуацию на данный момент и план действий в случае обнаружения опасного вируса. Репортаж на Алыкове. В начале совещания министр здравоохранения и соцобеспечения Тамас Цахнакия сообщил, что в Абхазии пока не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения новой коронавирусной инфекции. Цахнакия также рассказал о превентивных мерах, которые будут предприняты Минздравом в ближайшее время. Ужесточение направлено на то, чтобы минимизировать контакты людей, особенно когда это касается массовых мероприятий. Ни в коем случае никаких спортивных, культурно-массовых мероприятий не проводить, в том числе с участием детского населения. Никаких школьных олимпиад, спортивных мероприятий. И мы готовы в соответствии уже с новым приказом, который вот буквально завтра выйдет у нас по Министерству здравоохранения, объявить карантин в лечебно-профилактических учреждениях нашей республики. Тамас Цахнакия также сообщил, что Минздрав республики обладает бесконтактными термометрами, дезинфекционной камерой, а также вирусологической лабораторией. Кроме того, существует соглашение со Ставропольским противочумным институтом, готовым оказать Абхазии помощь при первой же необходимости. Обратились в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Я общался с руководством Минздрава России, с руководством Роспотребнадзора, которые в ближайшее время нам окажут всю необходимую помощь, антибактериальные и другие симптоматические средства в том числе. Дезрасторы, системы, тест-системы диагностические, которые выпускает сегодня Российская Федерация. Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева отметила, что на данный момент в республике наблюдается вторая вспышка острых респираторных заболеваний. По сравнению с прошлым годом, в нынешнем году заболеваемость гриппом населения меньше на 30%. Вакцины против коронавируса и большинства возбудителей острых респираторных вирусных инфекций не разработаны. Поэтому очень важны профилактические мероприятия. Во все школы были и детские дошкольные учреждения были направлены предписания по поводу профилактических мероприятий, то есть проветривания, дезинфекции, влажной уборки и так далее. Многие учреждения приобрели передвижные рециркуляторы, обеззараживатели воздуха, которые позволяют при их работе находиться в помещении. В отличие от старых кварцевых ламп, где нужно, чтобы люди ушли из помещения, эти как раз могут работать в постоянном режиме, что позволило несколько улучшить эпидситуацию.
По дезинфектантам тоже по городу Сухум и городские учебные учреждения, лечебные учреждения обеспечены достаточным количеством на сегодня дезинфицирующих средств и создаются месячные неснижаемые запасы дезинфектантов в головных организациях. Как известно, до 7 апреля в республику ограничен въезд иностранным гражданам, введен карантин. Государственной службе охраны поручено оказать содействие Государственной миграционной службе в реализации мер по защите населения от коронавирусной инфекции. С 7 февраля по 1 марта запретили въезд 130 иностранным гражданам. С 1 марта вступило в силу новое распоряжение, и вот буквально за сутки уже запретили въезд 80 иностранным гражданам. Это всего лишь за сутки. Совместно с пограничным отрядом, с пограничной службой, прошу прощения, то есть наши сотрудники стоят на границе и, в принципе, не пропускают никого. Я ответственно заявляю, что сотрудники пограничного отряда выполняют те требования, которые нам предъявляют соответствующие органы, связанные с карантинными мерами. Запрет на въезд в Абхазию иностранных граждан, за исключением тех стран, с кем у нас безвизовый режим. За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 89 071. При этом соотношение между смертельными случаями и полным выздоровлением 65 против 2926. На Алакове, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. 1 марта в селе Нижняя Шира Сухумского района произошел оползень, который утянул за собой часть дорожного полотна и проезжавший по нему автомобиль «Мерседес». Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 8 часов 25 минут утра. В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели вытянули автомобиль при помощи автокрана. Все нормально. Вода собирается. Вот это вот целая, вот эта часть, вот сейчас в течение полчаса ушла, вот это все целое. В 5 часов мы выехали из дома, проехали, пол-пятого даже, проехали наверх, а обратно ехали, еще темно было, 5:30 времени точно. И из-за этого поворота выезжаю, короче говоря. Не ожидал, потому что сюда ехал, нормальная дорога была. Обратно ехал и начал тормозить, но не успел, машину понесло. Ребенок впереди сидел, в лобовое стекло ударился, а остальное так, что есть, видите. По-любому она вот тебе одно кольцо надо. Вверх, чтобы удобно там. Опа, и вода пошла, смотри. Смотри, что делается. Все, освободил, давай. Просунь. Куда в это? Как вот там просунь? Задняя мне не нравится, заднюю еще надо сюда. Пострелы вообще с этой с этого полотна лучше. Тоже уйдите, отойдите с него. Отойдем отсюда. По данному случаю исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба провел совещание, на котором поручил профильным организациям провести предпроектные работы и геологические исследования с целью начала ремонтных работ. После совещания к месту схода оползня направились глава Сухумского района и начальник государственного управления по строительству. Репортаж Эсмы Гуланце. Из-за геологических особенностей местность под названием Шицкуара в селе Нижняя Шира считается оползневым районом. На этот раз причиной схода стали обильные ливневые стоки, которые подмыли крутой склон, из-за чего часть автомобильной дороги холмистой местности оказалась сильно разрушена. Это доставило жителям района немало хлопот и неудобств. К счастью, в поселке есть еще одна дорога, которой будут пользоваться на время проведения ремонтных работ. Этот участок, вообще это для нашего села, я сам здесь
недалеко живу. Центральная дорога была, но объездная дорога здесь рядом есть. Пока мы ее будем эти дни приводить в порядок, чтобы люди могли пользоваться. Для того, чтобы произвести работу, нужно подготовить соответствующие материалы, документы, провести геодезию, потому что тут так просто подсыпать дорогу не получается. Нужно забить сваи. То есть дана команда, подготовим документы и будем проводить соответствующие работы. Сбор проектно-сметной документации начнется в ближайшее время. В первую очередь здесь пройдут изыскательские и геологические исследования, чтобы понять, на какой глубине залегают грунты, определить глубину необходимых свай и качественно спроектировать подпорную стену. На сегодняшний день видно, что порядка 60 метров будет железобетонная монолитная подпорная стена. На сваях других каких-то более простых вариантов нет. Мы тут рабочее совещание уже провели на месте со всеми заинтересованными службами. По предварительным данным, документация и все соответствующие акты будут подготовлены в течение 10 дней, после чего будет принято решение об источнике финансирования и начале ремонта дороги. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 6 трансформаторных подстанций и более 200 опорных столбов линий электропередачи. В Гулрыбском районе продолжаются работы по улучшению энергоснабжения. В 2 селах Багмаран и Допукыт эти работы близятся к завершению. Репортаж Гугуцы Вардания. В течение нескольких месяцев в селах Допукыт и Багмаран Гулрыбского района ведутся работы по реставрации и замене опорных столбов и линий электропередачи, а также установке новых трансформаторных подстанций. Так в селе Допукыт уже завершена большая часть работы. Мы новую линию построили с подстанции. Уарча называется. Ниже стоит подстанция, где-то около километра до подстанции. Вот. Отсюда она идет, вот, поднимается на подъему там, и там тоже мы установили такое же ТП, и линия дальше продолжаем. До половины, даже больше половины мы работу это сделали, осталось там еще километра 2, всего 6 километров. Вот. Не хватило нам специального провода СИП. Вот. Мы там работу сейчас приостановили, но вот на подходе скоро, наверное, дадут. Активные работы ведутся сейчас и в соседнем селе Багмаран. Уже заменено около 120 опорных столбов линии электропередачи. И совсем скоро будет установлено 4 трансформатора. И будет здесь, в этом поселке, все новое. Вот. Опоры установлены уже около 120. Ну, там я могу ошибиться, не ошибиться. Просто 4 опоры я наверху не могу ставить, потому что сейчас сыро. Боюсь, что машина техника застрянет и будут проблемы. Я подожду, пока немного высохнет. 2, 3, 4 дня. А так уже почти все опоры установлены. Идет к ним, идут опоры, мы говорим, но к опоре надо траверсу, надо колпачки, надо хомуты, там много, изоляторы нужны, там много чего нужно к опоре. Но я как слышу, все Черноморэнерго, группа Черноморэнерго в складе есть, и нас обеспечат. Нугзар Хажба также отметил, что везде, где проводятся и будут проведены работы, связанные с улучшением энергоснабжения Гулрыбского района, установят электронные приборы учета электроэнергии. Такие приборы уже установлены в селе Допукыт. Счетчики новые, они прекрасные, они показывают, даже есть у них пульт, показывают, дома можно сидеть и видеть, сколько ты потребил электроэнергию сегодня или вчера, или позавчера. Вот все она покажет. В то же время, по словам Нугзара Хажба, есть граждане, которые против установки электронных приборов учета. Они пытаются всячески препятствовать в этой работе специалистам. Энергетики в очередной раз обращаются к населению с призывом не осложнять их деятельность и более ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Гугуца Вардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Союз журналистов Абхазии подвел итоги и объявил результаты конкурса на лучшие журналистские работы. Стоит отметить, что среди награжденных наши коллеги, сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании. Такое мероприятие проводится ежегодно по инициативе организации в честь профессионального праздника Дня работников СМИ Абхазии. Все подробности в репортаже Амели Бисмарк.
День работника СМИ в Абхазии отмечается 27 февраля. Это время, когда мы получаем поздравления друг от друга и принимаем пожелания от наших зрителей, слушателей и читателей. Так как дата профессионального праздника выпала на будний день, Союзом журналистов республики под руководством Руслана Хашик было принято решение провести общее мероприятие в субботу 29 февраля. Амаца Хазар. Я гешушок сацарге, апсо турых, я хапи амш, а неуса турых цальча. И лыкац зларылшо, шер я пишцо, арчам тако, видео, радио директора коро. Среди гостей мероприятия вице-премьер правительства, министр финансов Джансук Нанба поздравил журналистов с праздником и отметил нелегкий труд работников СМИ. В эпоху современных технологий медиа, вы обладаете очень серьезной силой. Вы именно те, кто доводит до людей информацию. И то, насколько вы делаете это качественно, зависит не только то, что услышит тот или иной гражданин и человек, но и во многом результаты вашей работы отражаются на самом государстве. Я хочу пожелать вам огромных успехов. Я хочу пожелать вам здоровья и неиссякаемых сил. Союз журналистов Абхазии ежегодно проводит конкурс лучших работ в разных номинациях. В этом году заявки подали более 40 журналистов. Отдельный конкурс был организован при содействии Министерства по репатриации и демографии республики. В его рамках первая премия была присуждена телефильму «Выселение» журналиста ГТРК Астанды Кецба. Хотела бы поблагодарить членов жюри за столь высокую оценку моей работы. Скажу вам откровенно, тема далась мне очень нелегко. Я прям пропустила ее через себя. В XIX веке народ Абхазии перенес страшную трагедию, пережил геноцид. И я думаю, что каждый из нас, от рядового гражданина до самого высокопоставленного чиновника, должен об этом помнить всегда. История должна быть поучительной. Первой премией в этом же конкурсе, но уже в другой номинации «Печать» была удостоена работа журналиста Элеоноры Кугоня. Очерк, посвященный трагически погибшей репатриантке Хандане Куджба, который был опубликован в журнале «Алашара». В номинации «Интернет-издание» победила корреспондент информационного агентства «Спутник Абхазия» Асмат Свижба. На этот материал я не рассчитывала, представляла и другие материалы в рамках дежурного по району. История о репатриантке Сурее Чаха, которая основала свой бизнес в Абхазии, которая, как мне она рассказала, влюбилась в нее с первого взгляда. Вот такая вот человеческая, душевная история. Такие истории всегда очень интересны нашим читателям. Мы пытаемся находить их. В общем конкурсе Союза журналистов в номинации «Телевидение» признание и награду первой премии получил проект «Независимость» под авторством журналиста АГТРК Наалы Мукба. Цикл передач посвящен одной из самых актуальных проблем современного абхазского общества – наркомании. Сам проект, его появление на абхазском телевидении произошло благодаря отцу Давиду, наместнику Новоафонского монастыря. Он пришел с идеей на абхазское телевидение сделать вот такой цикл о наркомании, потому что проблема действительно номер один, и ее уже сейчас нужно решать. И я благодарна, что вот у меня получилась вот такая команда людей, которым точно так же интересно работать над этими социальными темами. В номинации «Печать» первая премия досталась Борису Каджая за материал «Современная басня» в газете «Апсны». В номинации «Интернет-издание» победу одержал журналист информационного портала Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Саид Барганджия за очерк о Марине Эшба «Жизнь в скульптуре». За любой работой, за этой стоит труд нескольких человек. Это в первую очередь руководитель информационного портала Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Амина Лазба, которая контролировала весь этот процесс от начала и до самого его конца. И, конечно, ее советы, ее рекомендации, которые я использовал, в принципе, наверняка привели к тому, что сегодня у портала есть эта награда. А почему это приятно и отрадно? Потому что информационный портал публикует свои материалы на 6 языках.
это языки, которые используют наши соотечественники по всему миру. И это такая уникальная возможность для наших соотечественников за рубежом читать о жизни таких выдающихся людей, как Марина Эшба. После церемонии награждения состоялась презентация официального сайта Союза журналистов Абхазии. Данный ресурс станет площадкой, где все желающие смогут узнать о текущей работе, плановых мероприятиях и, что самое интересное, поближе познакомиться с профессиональной историей каждого абхазского журналиста. Амелия Бисмарк, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 1 марта на площади Свободы в Сухуми состоялась масленичная ярмарка. Организаторы постарались на славу. Развлекательные мероприятия, горячие блины и напитки, большое разнообразие продукции местных производителей. Вместе с участниками и организаторами мероприятия провожала зиму и встречала весну Алика Трапш. Более 20 индивидуальных предпринимателей из разных районов Абхазии представили свою продукцию в рамках сельскохозяйственной ярмарки. Но на Месхе открыла свою мастерскую сладости Амраха 2 года назад. Все ее кондитерские изделия в основном состоят из натуральных продуктов. Вот здесь у нас пироги абхазские. Они без теста, сухофрукты, орехи, мед и специи. Это моя бабушка делала нам в детстве. Я чуть-чуть расширила ассортимент. Основатель фирмы «Ахчарах» Татьяна Арджени из села Лыхны уже несколько лет реализует продукцию собственного производства. На ярмарке она представила различные джемы, варенья и компоты. Ярмарки всегда проходят очень весело, продуктивно. Мы свою продукцию практически всегда, конечно же, продаем. Кроме того, здесь можно было приобрести украшения ручной работы для дома, вязаные игрушки, косметические средства. Ирина Усова уже много раз принимала участие в таких ярмарках. В вольных мыловарках всегда представила различные шампуни, мыло, гели для душа ручной работы. У каждого мыловара есть свой уникальный рецепт. У меня все полностью из натуральных ингредиентов, то есть только эфирные масла, отвары, молоко, местный мед там в том числе. Эта продукция мягкая, создана с любовью. Из натуральных ингредиентов. Гости сельскохозяйственной ярмарки отмечали, что подобные мероприятия – отличная возможность приобрести натуральные продукты. Понравились вот эти вот сухофрукты, пироги, да. Хлеб очень вкусный. Все показали себя. В наше время это сложно, что они умеют и быть, прекрасно умеют готовить, прекрасно могут реализовывать свои товары. В одном из павильонов студенты Сухумского многоотраслевого колледжа угощали всех блинами, которые пекли здесь же. Желающих отведать масленичные блины оказалось немало. И делаем мы это очень с любовью, чтобы все было очень вкусно. И все говорят, что вкусно. Конечно, с мамиными не сравнишь, но безумно вкусные. Гостей ярмарки порадовала своим выступлением музыкальная группа «Скала» из города Гал. Как отметили организаторы ярмарки, данное мероприятие – отличная возможность для местных производителей представить и реализовать свою продукцию. Это первая ярмарка в 2020 году, но мы уже на протяжении 2019 и 2018 годов провели более 8 ярмарок по всей Абхазии. Ярмарки – возможность местных производителей реализовать свою продукцию напрямую местным жителям. Участники, организаторы сельскохозяйственной ярмарки выразили надежду, что подобные мероприятия станут доброй традицией и будут проводиться чаще. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 6 марта, в день рождения выдающегося абхазского и русского писателя, классика мировой литературы Фазиля Искандера, в Кабардино-Балкарской региональной общественной организации Институт культурного наследия и развития состоится показ заключительной части документальной трилогии «День жизни» или «Фазиль Искандер» режиссера Ибрагима Чкадуа. А также откроется фотовыставка «Фазиль и его окрестности», на которой будут представлены документальные фотографии писателя и его окружения, представленные супругой Фазиля Абдуловича из домашнего архива. Мероприятие организовано Министерством культуры Республики Абхазия, Международным фондом культуры Фазиля Искандера и арт-центром Мадина Сарау по инициативе Института культурного наследия и развития. А сейчас о погоде. По информации Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков ночью и утром. Возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 14-19. Температура морской воды плюс 9 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами.